Журналистам и родственникам погибших показали фильм «Поиск». Фильм рассказывает о работе проекта «Возвращение имени», который вот уже на протяжении 3 лет осуществляет свою деятельность. Руководитель проекта Григорий Скворцов отметил, что для большинства семей сегодня особая дата. Они, наконец, узнали судьбу своих родных. Мы хотели бы вам вручить справку. Он больше не является пропавшим без вести. Он узник немецких фашистов и погиб в концлагере. Мы ставим перед собой задачу во что бы то ни стало добиваться поиска документов и каждой семьи, которой мы могли бы вручить эти сведения. Для нас важно сохранить вот этот дух нашей культуры, который позволяет нам по-прежнему ценить победу в Великой Отечественной войне, с одной стороны, ценности этой победы, ценности нашего общества, нашей культуры, а с другой стороны, для нас важно сохранять традиции сострадания. Активное участие в развитии данного проекта с самого его начала принимает начальник Сухумского высшего общевойскового командного училища Алхас Жиба. Специально для этого проекта в СВОКу была подготовлена группа курсантов, которые вот уже на протяжении 3 лет также помогают в поисках без вести пропавших. Именно они сегодня вручают семьям погибших учетные карты, письма и другие обнаруженные в архивах сведения. Сталкиваемся с трудностями, но курсанты настолько подготовлены, настолько к этому подходят, что несмотря на то, что по службе есть трудности, потому что мы не всегда успеваем этим заниматься, мы в свободное время для нас отправляем курсантов, как уже было выше подмечено, что они проходят прям вот своими ногами в те места, где даже не может проехать машина. Поэтому бывает, что и поздно ночью мы возвращаемся, но эти трудности мы забываем, зная, к чему мы идем, для чего мы это делаем. Проект возвращения имени добился немалых успехов в устранении исторической несправедливости и возвращении в жизнь забытого имени человека и его родственникам. Организаторы проекта планируют и дальше продолжать свою работу над поисками пропавших. Щезина Жиба, Руслан Орлов, Абхазское телевидение.